На самом деле это распространенная ситуация, просто о ней боятся говорить. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какое дело вызвало очень много споров среди таджиков. Подписывайтесь на наши обновления, точно будете в курсе всего самого актуального. Прокуратура Сагдийской области обвинила жительницу Бабаджон-Гафуровского района Махбубу Саидалимову в доведении до самоубийства своей 27-летней невестки. Свекровь отрицает свою вину. 30 июня жительница Бабаджон-Гафуровского района Саньяд Гафурова бросилась в Сырдарью вместе с двумя своими детьми. Фуркат Хаджадзода, прокурор Сагдийской области, на пресс-конференции в Худжанде сообщил, что в отношении Махбубы Саидалимовой, свекрови Саньяд Гафуровой и других членов семьи возбуждено уголовное дело по статье 109 «Доведение до самоубийства Уголовного кодекса Таджикистана». Им грозит лишение свободы в срок от 3 до 5 лет. В ходе предварительного следствия выяснилось, что с первых дней замужества Саньяд Гафуровой отношения членов семьи мужа к ней были предвзятыми. Ее постоянно унижали, оскорбляли, даже избивали, сказал прокурор области. Махбуба Саидалимова, свекровь Санаат Гафуровой, в беседе заявила, что последние 8 месяцев не разговаривала с невесткой. Она почти не разговаривала с невесткой. Она почти не здоровалась со мной. Иногда привозила детей, чтобы я посидела с ними. Виновной в ее смерти себя не считаю, заявила она. По словам Саидалимовой, у нее и дочери раковое заболевание, и они проходят химиотерапию. У нас не было ни сил, ни желания поссориться с ней, добавила она. По словам близких, трагедия произошла после того, как муж Саньяд Гафуровой выехал на заработки в Россию. Я не знаю, согласовал ли муж с ней это все решение. Только после ее смерти я узнала, что она, оказывается, 3 раза спрашивала у мужа. На самом ли деле он собирается уехать в Россию, говорит Саидалимова. По официальным данным, в 2021 году в Таджикистане было зарегистрировано 518 случаев суицида и попыток к самоубийству. Специалисты заявляют, что основными причинами суицида является домашнее насилие, затяжная миграция мужей и отцов, нестабильное материальное положение. А как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, действительно ли свекровь ни при чем? Ведь достаточно распространенно, когда именно в ней проблема. Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Здоровый человек такого с собой не сделает, особенно когда это касается случаев с применением ножа. Так ответила глава комитета по делам женщин и семьи Таджикистана Хилалби Курбанзода на вопрос журналистов о том, почему при рассмотрении дел о суицидах причина в основном выявляется одна, что у человека было психическое расстройство. В целом, причина устанавливается прокуратурой и судом. Они установили, что в большинстве случаев причиной самоубийства является нездоровое психическое состояние, когда человек не может контролировать себя при определенных обстоятельствах, сказала глава комитета. Курбанзода, ссылаясь на данные МВД страны, сообщила, что за 6 месяцев текущего года в Таджикистане было зарегистрировано 224 случая суицида и попыток к нему. Это на 55 случаев меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В 108 случаях самоубийства совершили женщины. Из них в 23 случаях несовершеннолетние девочки, сказала она. По данным МВД, в 2021 году в стране было зарегистрировано 518 случаев суицида и попыток к нему. Основными причинами суицида тогда называли домашнее насилие. А теперь, как мы видим, психическое заболевание. Как вы думаете, действительно ли все это из-за заболевания? Ведь действительно, затяжная депрессия считается заболеванием. Но у нас в стране это преподносят так, будто это какая-то шизофрения, а не просто у человека проблемы в жизни, что довело его до этого состояния, которое вполне можно вылечить обращением к психологу и работе с ним. Наверное, у нас слишком предвзятое общество, чтобы нормально относиться к таким ситуациям и решать их действительно. Как вы относитесь ко всему этому? Свои мысли напишите нам, пожалуйста, в комментарии. И у нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.